скажу некалькі слоў в абарону Тадеуша Галіна. Справа в том, што якраз в Беларускім народным фронте я адказваў за Градзенскую область, пачынаючы з камуністычнага часу, по-моему, зашоў з БНФ. Так? Справа в тым, што Звёздак палякаў Беларусі это была живая организация, і пан Тадеуш быў не самым, скажем так, чалавекам, які быў прыхільны да БНФ, але ж звязку з тым, што БНФ сапраўды быў вельмі масавы на Градзеншчыне, шмат што мог. Вот, таму там адбываліся абсалютна аб'ектыўныя падзеі. Я вельмі шмат і супрацоўнічаў з Санчаем, хоць это ўжо наступная хваля. Вось, ну, напрыклад, менавіта я збіраў людзей на той автобус, который ехаў вакол на з'езд. Нас спыніла спецслужбы праз Барсукова, вядомы дзеяч, который цяпер вядомы, раз з Менска был сослан в Минскую область. Вот нас хлопцы тогда спынили. Я выступал по просьбе Анджея, коли Звёздак палякаў в Беларуси. Робил традиционные объезды каля Городня, ахвярам коммунистичных репрессий. Там есть помнік, пані Ірина ведае, поставлены якраз Звёздка палякаў в Беларуси беларусам, якія ратавалі своих суседзяў от коммунистичного террора. Мне там приходилось выступать. Поездки в Катыни завсёды Звёздак палякаў это падтрымліваў цалкам, то што мы арганізоўвалі на працягу шмат гадоў. Вось. Але ж я хотел бы сказать все-таки некалькі таких рэчаў, не часткова прагучаць, тут все-таки я хотел бы сказать три, что сам Анджей зараз, да, ён пад тройным ціскам аб'ектыўным. Першы ціск это натуральна той тэрор, который все могут побачыць, так, і по великому рахунку нават асабістых заслуг не трэба мець, каб стаць зараз перад вязнями. Можно нават быць за Лукашенко, вот, па шэрагу прычынаў трапіць, праз палітычныя рэпрэсіі, тому то есть быць палітвязням. Это зразумела. Другое, то, что тут гучало, это то, что ставление на Польши этого решения. Это так само зразумела, это натуральный ціск, бо знов-таки ведаем генезис гэтай улады, так, ведаем нашу историю в 20 стагоддзі, ведаем, что мы все прошли тут, я думаю, мяркоўна не трэба. Так, Лукашенко практично проводит российскую имперскую политику, это зразумела, особливо в сфере культуры, никто это оскаржить не может. Знаешь, влада у него абсолютная Беларусь. Вот я неодночі казав, что у меня завсюди загадка, так, як все правильно назвать эту владу с ближней политологии. И один терминология, которая для меня актуальная, это Владимир Ровда, светлая ему память, был такой белорусский политолог, который решил, что это такий своеособлівий султанат. Лукашенко, ну, его ведал все-таки, я же не ведал, так, и он человек не помстит. И тут еще есть, так, особо Анджей пошел, потому что нават и криминальные справы, которые у него были, у него несколько разов сбуджались именно из-за образу Лукашенко справа. Лукашенко это ему абсолютно не даровал. То есть тут еще есть вот такие особистые моменты, про которые чомусь мы так само все забываем. И этот особистый момент, я думаю, Анджей, человек не разумный, и он это так само разумеет. Тому он зараз в той же ситуации, как лидеры белорусской оппозиции, ну, которые были до 2020 года, вот там так само шмат есть особистых ворогов на Александра Лукашенко. Часто людей на вот это не разумеет, как это отбывается. Бо вы же сами разумеете, что Лукашенко никому не доверяет, наш вам 30 годов владу в Беларуси не утрымал. Это то, что там внутри Беларуси. Коли казать про Польшу, то якраз абсолютная мужность Анджея Пачобата, потому что вы можете на меня крутиться, лишь не только для Европы, лишь для Польши. Сама Беларусь, она является такой некой дивной краиной. И вот эти измены стратегии и тактики по Польше просто сведчаны. Все-таки и ресурсы у Польши завсюди хапало, разумеете, и при метанакіраванай стратегии не требовало на Злучених Штатів Америки, на Європу. Вот. Але завсюди что-то перешкажает. Америку, например, вот коли мы уже задали господара Витальда, так, я звертаю увагу, что полякам является и Терстель, который, по информации Юриша, так, вел перемовы с Ермаком, и это так само серьезно. Еще раз подкреслю, Пачобат зараз значно больше, чем все остальные белорусские предвязни. Нават Нобелевский лауреат Олеся Беляцкого, и я думаю, он это так само разумеет. Вот чему
І вони ідейні, так, я лічу такі, які вони є. То є питання, чи визволятися йому, чи не визволятися, но это добре мусить нам тут на свободе в Варшаве обмерковывать. Вот это такой хороший какой-то диспут, мы что-то тут говорим, некие тут разумные, у него там зовсім інша ситуація. І там многие речі, которые он может принимать решения, не связаны не с логикой, а с самим життєвою свідомістю і підсвідомістю. Бо ви ж розумієте, яка вона ситуація всі ці годи. Не пробачте, що довго говорю, мене часто зуваки такі роблять. Вы ведаете, я все-таки лечу, не гречно той жах, который зараз мы все бачим, что выйсти з этого есть. И в принципе, вот менавіта тое, что не глядячи на все там происки лукашенковских спецслужб, так, московских спецслужб, не удалось разорвать так, белорусов и польскую меньшость, это так само такой показчик, что все-таки, может быть, не до конца, грубо говоря, нас уже знешили. Потому что размова идет на этап тем, что Москва без Лукашенко знешает белорусский народ, нельзя отводить в очи, будто бы этого не отбывается. И может быть так само таки вот знак, вот это, конечно, страшно, когда людей арештовывают, и пани Ирену, и пана Анджея арештовали на самое великое наше свято, которое абсолютно не признает лукашенковский режим, это 25 сентября. Тому это так само знак, что по великому рахунку вот те идеи, которые на стратегічному зровні в Польщі давно промовляються, Міжмор'я, Трьохмор'я, так, ось, вони мусять реалізовуватися і през Білорусь, і не през Лукашенко.